Всем привет! Это Welcome to Jamrock и Куркума. Вы смотрите новости Ямайки. Сегодня в выпуске. Реклама криминала. За что арестовали известного дансхолл-артиста Киприча. Исторические перемены. Кто и почему недоволен тем, что Портмор станет новым приходом. 50 тысяч долларов и ключи от города. Как прошел визит Шелли Энн Фрейзер Прайс в свою альма-матер. Разгоны про миллионы. Почему Усейн Болт обижен на правительство. В последнее время, собирая для вас самые важные новости острова, я, признаюсь, избегала криминальной тематики. По совершенно личной причине. Не хотела расстраивать маму. Она иногда смотрит мои выпуски и потом всегда говорит: «Лен, все хорошо, но что же там так много насилия? Один вышел из тюрьмы, другого посадили, третьего убили». Вот я и решила снизить градус накала и теперь рассказываю о преступлениях гораздо реже. Но сегодня без криминальной тематики обойтись никак не получится. Мама, прости. 10 февраля полиция Ямайки арестовала известного дансхолл-артиста Киприча. Его обвинили в исполнении записи песни, которая, по словам представителей правоохранительных органов, пропагандирует преступную деятельность. Несколькими днями ранее исполнитель попал в список лиц, представляющих интерес для полиции Сент-Кэтрин. Также там оказался и артист по имени Скипа. Последний до сих пор никак не прокомментировал эту ситуацию, а вот Киприч, по всей видимости, решил выяснить, в чем дело, и лично пришел в полицейский участок. Там-то ему и предъявили обвинения. Власти заявили, что в своем треке он отдал дань уважения Атнейлу Лоббану, также известному как Тикман, главарю одной из известных ямайских банд, который в конце января был застрелен полицией во время погони. Лоббан был лидером банды Ван Оде, базирующейся в Спаништауне. Эта группировка действовала более 20 лет, контролируя различные районы в Сент-Кэтрин, Кингстоне и других приходах. Он входил в топ-5 самых разыскиваемых преступников на острове и обвинялся в координации насилия и наркоторговли сразу в нескольких сообществах. В 2016 году Тикмана арестовали за участие в преступной организации, но дело тогда развалилось. В 2021 году он был освобожден из-за отсутствия свидетелей. 23 января этого года сотрудники правоохранительных органов преследовали автомобиль, в котором находился Лоббан, в районе Six Miles, Сент-Эндрю. Закончилось это столкновением трех машин на эстакаде. После аварии раненого бандита доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Хотя инцидент произошел в Сент-Эндрю, основная зона влияния Тикмана и его банды находилась в Спаништауне. И вполне ожидаемо там после его гибели вспыхнули беспорядки. Сторонники Дона заблокировали дороги и подожгли некоторые здания в знак протеста. В ответ власти ввели комендантский час, а также усилили присутствие сил безопасности в районе. Согласно информации местных СМИ, сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно подавить вспыхнувшую в сообществе волну насилия. Но ситуация до сих пор остается достаточно напряженной. Видимо, поэтому полиция сейчас с особой внимательностью следит за тем, что поют популярные артисты. Упоминание погибшего криминального авторитета в треке при таких обстоятельствах легко приравнивается к разжиганию массовых беспорядков. Но Киприч, естественно, утверждает, что его треки не были направлены на подстрекательство к бунту против властей и опровергает все обвинения в свой адрес. Он должен предстать перед судом в конце этого месяца, а пока артист продолжает работать и недавно поделился с фанатами новым видео из звукозаписывающей студии. Но полиция тоже продолжает работать и в пятницу 14 февраля задерживает еще одного дансхолл-артиста – Джамала. Как сообщают местные СМИ, для допросов в связи с деятельностью банды. Исполнитель был взят под стражу сразу же после своего выступления в популярном клубе Мека на Констант Спринг Роуд в Сент-Эндрю. В этот вечер там проходила вечеринка, посвященная дню рождения еще одного известного дансхолл-артиста – Кенга. Был ли задержан еще кто-то из выступавших или просто присутствовал
присутствовавших на празднике диджеев, пока неизвестно. Так же, как и то, связан ли арест Джамала, подобной истории Киприча, с недавно погибшим криминальным авторитетом. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ямайку в скором времени ожидают исторические перемены. Портмор перестанет считаться частью Сент-Кэтрин и станет 15-м приходом. Палата представителей приняла соответствующую поправку к закону об округах и приходах в минувший вторник, 11 февраля. Напомню, что приходы были созданы на Ямайке еще в 1655 году, когда страну захватили англичане. Изначально их было 7. К началу 1867 года число увеличилось до 22, а затем в том же году было сокращено до 14. С тех пор эта цифра оставалась неизменной. Так что события, ожидающие Портмор в ближайшее время, без преувеличений можно назвать историческими. Но несмотря на этот впечатляющий факт, далеко не все на Ямайке согласны с новым решением правительства. Например, парламентская оппозиция пригрозила судебным иском, утверждая, что закон был принят без достаточных консультаций. А мэр Портмора Леон Томас пообещал, что местные власти подадут собственный иск по другому спорному вопросу – возможности жителей напрямую избирать главу города. Сейчас его определяет голосование, но когда Портмор изменит свой статус, мэр будет назначаться правящей партией, так же, как и во всех других приходах. Естественно, такое положение вещей устраивает далеко не всех, и многие сейчас поддерживают точку зрения Томаса, выступая против нового закона. 12 февраля несколько жителей Портмора даже провели акцию протеста в парке Эмансипации, призывая правительство отменить законопроект. Следующая новость, как мне кажется, должна добавить в наш выпуск добра и позитива. Многократная золотая медалистка Олимпийских игр и чемпионатов мира Шелли Фрейзер Прайс 13 февраля сделала трогательный жест в поддержку образования и развития учащихся. Она вручила своей альма-матер щедрый чек на сумму $50 тысяч США. Это пожертвование подчеркивает глубокую связь Фрейзер Прайс со школой, которой она до сих пор благодарна за вклад в свою карьеру одной из величайших спортсменок мира. Во время состоявшейся в школе церемонии Фрейзер Прайс также была удостоена престижной награды. Ей вручили ключи от города Кингстон. Мэр подчеркнул в своей речи, что этот подарок большее, чем просто красивый жест. Он сообщил, что вручение ключей является символом признания постоянного вклада Фрейзер Прайс в развитие города и отдельно отметил важную роль спортсменки как источника вдохновения для нынешнего и будущих поколений. Отмечу также, что подобная честь не нова для Фрейзер Прайс. В 2008 году она уже была в числе нескольких ямайских спортсменов, которым вручил ключи от города Дезмонд Маккензи, в то время мэр Кингстона. Также их тогда получили Вероника Кэмпбелл Браун и Усейн Болт. Ну и раз уж я вспомнила самого быстрого человека планеты, расскажу и о том, как развивается история с его потерянными миллионами. Она сейчас снова весьма активно обсуждается на острове. Ведь недавно Усейн Болт стал гостем популярного YouTube-подкаста The Fix, где сообщил, что разочарован бездействием властей по поводу его ситуации с инвестиционной компанией Stocks and Securities Limited. Напомню, что в 2023 году олимпийский чемпион стал одной из более чем 70 жертв мошеннической схемы SSL. Компании удалось обмануть своих клиентов на десятки миллионов долларов. Болт потерял более 12 миллионов и с тех пор безуспешно пытается вернуть свои средства. Выступая на подкасте The Fix, легендарный спортсмен признался, что эти события заставили его задуматься о том, цитата, какую роль он сыграл в пищевой цепочке Ямайки. После интервью член лейбористской партии Ямайки Венеша Филлипс опубликовала в своих социальных сетях некоторые рассуждения по теме, спросив, получал ли Болт рекомендации от правительства, когда решил инвестировать в SSL. Спортсмен отреагировал на это сообщение в X, бывшем Твиттере, попросив не пытаться пристыдить его как жертву. Далее в игру вступил адвокат Болта Линтон Гордон.
Он заявил, что даже премьер-министр и правительство инвестировали в ССЛ вместе с тысячами простых ямайцев. И напомнил, что компания имела необходимую для работы лицензию, выданную соответствующим государственным органам, что делало учреждение аккредитованным правительством. Согласно словам адвоката, Болт виноват только в том, что положился на выбор своего государства и, цитата, «инвестировал в страну, которую любит». Правительство, в свою очередь, заявило, что следователи из США и Великобритании уже давно прибыли на остров, чтобы разобраться в этом деле, и сейчас проводят необходимые проверки. И если мы будем верить этому утверждению, то можем констатировать, что дело о потерянных миллионах Болта наконец-то приобретает серьезный оборот. Мы продолжаем следить за развитием событий. На этом у меня все на сегодня. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю.